Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Одну из улиц Омска назовут в честь хоккейного клуба «Авангард», который на днях стал победителем Кубка Гагарина. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков. Напомним, в финальной серии плей-офф КХЛ «Авангард» со счетом 4-2 выиграл у московского ЦСКА. Отметим, что омский клуб стал обладателем Кубка впервые в своей истории. На пути к финалу он поочередно обыграл екатеринбургский автомобилист, магнитогорский «Металлург» и казанский «Акбарс». Результативная передача Александра Барабанова помогла Сан-Хосе со счетом 4-2 выиграть у Аризоны в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей шайбы забросили Эвандер Кейн, Рудольф Балцерс, Кевин Лабанк и Томаш Гертл. У гостей отличились Фил Кессел и Йохан Ларсон. Российский нападающий, дебютировавший за Сан-Хосе на прошлой неделе, отметился результативным действием во второй игре к ряду. В предыдущей встрече он забросил свою первую шайбу в НХЛ. Сан-Хосе занимает 6-е место в таблице западного дивизиона, набрав 45 очков. Вмешательство премьер-министра России Михаила Мишустина помогло баскетболистам ЦСКА успеть на матч Евролиги против турецкого Фенербахче. Как заявил президент московского клуба Андрей Ватутин, армейцы не могли вылететь из Москвы из-за сложностей с перелетами между Россией и Турцией. И именно вмешательство Мишустина позволило долететь до Стамбула в назначенное время. В случае неявки ЦСКА было бы засчитано техническое поражение со счетом 20-0. Напомним, накануне московский клуб в гостях обыграл Фенербахче в третьем матче четвертьфинала Евролиги и впервые вышел в финал 4. Руководители промоушена «Беллатор» предложили российскому бойцу ММА Федору Емельяненко варианты соперников для поединка под эгидой их организации. Сообщается, что россиянин в данный момент консультируется со своим тренером, после чего ближе к 7 мая будут объявлены дата проведения поединка и имя оппонента. Напомним, Емельяненко 44 года. В последний раз он выходил на октагон в декабре 2019 года. Тогда он выиграл нокаутом у американца Куинтона Джексона. Всего на его счету 39 побед при 6 поражениях. Еще один бой был признан несостоявшимся. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянка Нургуяна Никифорова в составе сборной России выступит на предолимпийском турнире по дзюдо мировой серии «Большой шлем». Соревнования пройдут в начале мая в Казани. Якутская спортсменка выступит в весовой категории до 78 килограмм. Отметим, что на этом турнире будут разыгрываться квалификационные очки для отбора на игры в Токио. В текущем году Никифорова дважды выступала на стартах серии «Большого шлема» в Узбекистане и Турции, однако в число призеров не попадала. Якутянин Евгений Самсонов стал победителем чемпионата России по стритлифтингу в классическом двоеборье. Соревнования, участие в котором приняли спортсмены из 17 регионов страны, прошли в онлайн-формате. По сумме 2 упражнений якутянин показал результат 147,5 килограммов. Отметим, что этот показатель позволил ему выполнить норматив мастера спорта России. В данный момент Самсонов усиленно готовится к чемпионату мира, сроки проведения которого пока неизвестны. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!